После отчета правительства сегодня на сессии Госсовета Коми народные избранники внесли изменения в бюджет и налоговое законодательство республики. Кроме того, обсудили дополнительные меры соцподдержки и обратились к федеральным законодателям, чтобы исправить досадную несправедливость, от которой страдают жительницы Коми. О самом важном с апрельской сессии Евгений Стокас. Самый животрепещущий вопрос на этой сессии Госсовета – поправки в бюджет. По итогам года у республики на 1,5 миллиарда уменьшился госдолг, появилась экономия в 410 миллионов. Эти средства регион и распределяет на сессии. Пойдут они на госпрограммы – здравоохранение, образование, социальную поддержку, ЖКХ. К примеру, порядка 100 миллионов направят на улучшение жилищных условий для 90 молодых семей. Остальные позиции не менее важные и нужные. Мы выделяем 150 миллионов рублей на улучшение материально-технической базы детских оздоровительных организаций и учреждений образования. И 140 миллионов рублей на организацию детского летнего отдыха в детском оздоровительном лагере «Черноморская зорька» в Анапе. Нужно подчеркнуть, что с прошлого года этот лагерь, детский оздоровительный лагерь, перешел в госсобственность. Всего в Зорьке этим летом смогут отдохнуть около 2800 детей. В целом эту сессию Госсовета можно назвать социальной. Треть вопросов касалась мер поддержки. Социально ориентированные организации Коми продолжат работать по упрощенной системе налогообложения, что сильно им помогает. Еще один социальный законопроект из-под пера депутата от Усинской Евгении Лесковской сразу законом не стал. Он предполагает использование средств регионального семейного капитала на приобретение машины для семьи. В современном мире автомобиль является незаменимым помощником для семей с детьми, однако транспортное средство является дорогостоящей покупкой, особенно в последнее время. Возможность оплатить часть его стоимости суммы регионального семейного капитала делает эту покупку более доступной. Проект приняли в первом чтении, но отправили на доработку. Нужно до мелочей продумать, что и каким образом должно приобретаться, чтобы не было подводных камней. Сегодня же депутаты обратились к Федерации, чтобы исправить давнюю несправедливость. Сейчас женщины, родившие 2 детей, имеют право в 50 выйти на пенсию, если имеют 20 лет стажа и проработали 12 лет в районах Крайнего Севера или 17 в приравненных к нему местностях. Но стаж в разных районах по федеральному закону не суммируется. Из-за этого уже 255 женщинам отказали в заслуженной пенсии. Подготовленным проектом федерального закона предлагается установить норму, которая позволит суммировать смешанный стаж у этой категории женщин из расчета 1 календарный год работы в местностях, приравненных в районах Крайнего Севера, за 9 месяцев работы в районах Крайнего Севера. Проект одобрен комитетами, депутаты его приняли. Конечно, разрешение этой правовой коллизии на федеральном уровне произойдет не быстро, но когда это случится, справедливость наконец восторжествует. Евгений Стокас, Олег Жуковский, телеканал Юрган.